Жанна Александровна, вы готовы? Готово. Отлично. Добрый день, уважаемые участники нашего мероприятия, которое продолжается с сегодняшнего утра. Гражданские выходные в арктических районах. Во время первой части у нас были представители глав администрации, были главы, замглавы. У нас была Жанна Котова, Света Баженова, у нас была Анна Шишигина, Егоров Владимир, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям. Первая часть у нас закончилась, я думаю, прошла динамично, мы услышали о векторе развития некоммерческого сектора в арктических муниципалитетах. И сейчас мы продолжаем, я с удовольствием представляю нашего спикера, эксперта, и, как я сказала в первой части, нашего самого главного мотиватора Жанну Александровну Котову, председателя Ассоциации специалистов в сфере социальных гражданских инициатив «Статус. Город Москва». Мы готовы услышать ваши выступления на тему участия МКО в реализации национальных проектов. И просьба от Жанны, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите сразу в чате. И в конце своего выступления Жанна Александровна с удовольствием ответит. Спасибо большое, Ольга. Действительно, я с огромной, не знаю, с огромным сердцем отношусь к Якутии, а к Арктике, наверное, особенно трепетно. Поэтому я постараюсь вам сегодня в рамках своего часа быть максимально полезной. Смотрите, там будет много текста иногда. Я не буду его зачитывать, я буду вам говорить словами, а текст я сохранила для того, чтобы, когда у вас останется презентация после моего выступления, вы спокойно уже посмотрите, почитаете, дополнительно зайдете на ссылочки на материал, который будет полезный для вас, ознакомитесь со всем. И там есть контактный телефон, и дополнительно я попрошу еще, Ольга, отправить мои социальные сети, может быть, кто-то будет писать, хотя по телефону можете в WhatsApp без проблем всегда писать, спрашивать. И я считаю так, нет глупых вопросов, есть глупые, возможно, ответы, да, поэтому не стесняйтесь спрашивать, что-то не знаю сама, всегда вам посоветую, порекомендую, кому обратиться, чтобы вам помочь в вашем вопросе. Самое главное, будьте сами пытливые, сами старайтесь беспокоить. Вы знаете, ключевое как раз у всех и у молодежи в том числе, потому что когда я работаю с молодежью в рамках Росмолодежи, да, федерального агентства, то, конечно, все стесняются как-то скромно, не знаем, не стесняйтесь. Никогда никому, скажем так, не отказала, да, если вдруг что-то не могу, то всегда ищу возможность, чтобы найти вам того человека, который посодействует. Ну что, теперь к нашей теме национальные проекты. Ой, что это такое, да? Вроде вы живете на территории далеко там, а тут еще какие-то национальные проекты, а еще роль, как ваши там некоммерческие организации в них могут участвовать. Ну, начнем с вами по порядку, давайте. Так. Так куда же движется мир в сфере некоммерческих организаций и в целом гражданских инициатив? Безусловно, принято глобально было 17 целей устойчивого развития. Я их покажу. Их можно спокойно в ссылочке найти, потом в интернете почитать более детально, посмотреть, ознакомиться с ними. Да? То есть в мире собрались, поняли, что нужно определить стратегию до 30-го года, и, соответственно, в рамках этой стратегии обозначили вектора, то есть куда двигаться, потому что мы все равно знать должны направление. В рамках этого, да, то есть были приняты национальные проекты федеральные, то есть каждая страна приняла свои нацпроекты, опираясь на вот эти вот ключевые цели устойчивого развития, которые были приняты. Мы подписали, наша страна подписала соглашение о принятии, что мы принимаем. Более того, мы даже отчет предоставляем. И я, кстати,
предоставлю ресурсному центру этот отчет за 2019 год. Аналитический центр при президенте Российской Федерации такие отчеты готовит. И поэтому, чтобы для общего вашего кругозора, да, вы можете с ним ознакомиться, я отдельно отправлю этот отчет. И он, я думаю, будет вам полезен. Затем смотрите, что такое интересное происходит. Экономика. Ну, то есть это прибыль, какой ВВП у нас, да, доход идет. Вот. А тут вдруг появляется у нас еще два термина экономики. Это зеленая экономика и социальная. Вот здесь как раз, вы знаете, в зеленой социальной экономике и будет тоже такой запрос, вопрос, а что такое. И тут видят потенциал как раз некоммерческих организаций, конечно, социальных предприятий. То есть это те социальные предприниматели, которые, не знаю, есть на вашей территории или нет, но я думаю, что должны точно появиться. Вопрос во времени. Каким образом это будет реализовываться, как это будет каждая территория потихоньку в этом плане двигаться, работать, но вы уже теперь точно знаете, что будет, уже есть у нас и социальная экономика, и зеленая экономика. Вот. Конечно, очень важно это сотрудничество, партнерство. Вы знаете, моя основная тема всегда, с которой я выступаю, я очень люблю, в принципе, то, чем я занимаюсь, и вы, если видели, что я возглавляю ассоциацию, мы ее буквально вот сейчас ждем уже от Минюста документы. Она создана молоденькая у нас совсем недавно. Почему? Потому что как раз и требуется вот это партнерство, объединение людей и вот эта нейтральная площадка, да, потому что чаще всего, конечно, те отраслевые некоммерческие организации, которые работают, вот просто с чем я сталкиваюсь, они на себя забирают, ну, как-то акцент, да, начинают больше все равно в свою сторону. И мы поняли, чтобы держать этот баланс, должна быть нейтральная организация, которая будет представлять интересы всех, ну, безусловно, по направлениям, но, тем не менее, скажем так, общие интересы отстаивать. Вот они, эти цели, 17 целей устойчивого развития. Они вроде такие все простые, с нами, вам известные и знакомые, и явно вы тут тоже для себя найдете. Вот сейчас, про которую говорила я, например, последнюю цель, да, это 17-я цель, как раз партнерство в интересах развития. И сейчас, по сути, мы с вами взаимодействуем, вот даже наша некоммерческая организация, да, и некоммерческая организация ресурсный центр единый, да, мы как раз работаем сейчас в рамках 17-й цели. Мы занимаемся непосредственно, скажем так, партнерством и взаимодействуем. Также здесь есть и образование, и здравоохранение, как мы с вами видим, да, и снижение там неравенства, вот, и есть чистая вода в том числе, потому что, вы знаете, иногда, извините, у нас в деревнях, я думаю, что у вас в наследах тоже сложности с водой бывают, и запрос идет. Вот, поэтому, конечно, это национальное использование ресурсов рациональное, да, использование ресурсов океана, да, и не только, то есть вот все, что связано с экологией дополнительно. Вот это вот 17 целей устойчивого развития. Вы их также можете по ним почитать, ссылочки у вас все есть, вы по ним почитаете отдельно, посмотрите информацию. Моя задача сейчас вас максимально, скажем так, направить, показать и объяснить простыми фразами, и я вам дам потом эти 5 шагов, а презентация у меня большая, такая глубокая, потому что наша организация такими, сложными процессами, возможно, сейчас занимается, чтобы вам понять, да, зачем это нужно. Но на самом деле, вы знаете, важно, чтобы вы сейчас просто структурно поняли. Первое, структурно поняли, что у нас есть, как вы уже видели, цели устойчивого развития, да, вот, вы с ними познакомитесь, их 17 целей, вот, и у нас есть сейчас 12 направлений стратегического развития нашей страны, да, это и демография, вы посмотрите тоже, и здравоохранение, образование, экология,
культура, да, то есть вот здесь наука, цифровая экономика. Вот смотрите, на самом деле практически в каждой, я потом вам прям приведу примеры, там вот дальше у меня в презентации, вот в каждом направлении сейчас, вот я прям четко отрабатываю с Югрой сейчас в рамках форума 60-й параллели культуру. И вы знаете, у культуры там у нее просто в рамках каждого нацпроекта есть еще федеральные проекты входят в нацпроект, да, большой, глобальный. И вот там в культуре мы с вами точно можем, скажем так, быть полезными, потому что у вас есть дома культуры, у вас есть библиотеки, а у них, знаете, какой показатель стоит в национальных? У них стоит показатель количества посетивших учреждения культуры, да, и мы с вами это можем в партнерстве с домами культуры, еще раз повторюсь, с библиотеками закрывать. Потому что мы с вами делаем мероприятия и посещение тех или иных целевых аудиторий, с которыми вы работаете, они могут принимать там участие. То есть закрепляем с вами. У нас есть 17 целей устойчивого развития, у нас есть 12 направлений стратегического развития Российской Федерации, и вы их сейчас видите. Что же были какие изменения? Вот. Безусловно, у нас были обозначены вот эти нацпроекты, да, 12 направлений. Но 21 июля наш президент подписал как раз, определил следующие национальные цели. Но цели это глобально, то есть нацпроекты не ушли, чтобы вы понимали. Нацпроекты они есть, но он обозначил и попросил, потому что вы знаете, вы смотрите, в связи с сложившейся обстановкой, да, он как раз и попросил внести изменения в национальные проекты, да, и обозначил четко 5 блоков, которые есть. Вы на них, конечно, основное все-таки для вас сейчас. Мы ждем поправок и будем за этим наблюдать, потому что этот процесс постоянно меняющийся. Так нельзя, получил информацию. Но сейчас потихоньку вы все равно можете мониторить, изучать, смотреть, то есть, да, информацию. Вот. И мы с вами точно практически попадаем под все направления, да, которые стратегически обозначил президент. Вот, здесь есть более подробно, я не буду зачитывать, да, что сюда входит. Вы прям по каждому направлению потом почитаете, посмотрите, увидите, да, то есть как бы особенности, нюансы. От этого и тоже будут складываться ваши проекты. Что вы идете, вот смотрите, основная эта задача и цель, чтобы мы с вами объединили усилия государства, да, бизнеса и нас с вами, инициативных людей. То есть не каждый что-то делал, и это было незаметно, не видно, а чтобы было, и я уверена, что даже уже, наверное, в следующем году будет в рамках там вашей цифровой платформы потихонечку приходить как раз вот подтягиваться те данные, те показатели, но может быть это будет, конечно, не следующий год, может быть будет 22-й, 23-й, да, но потихоньку вот этот нацпроект, вклад некоммерческих организаций в реализацию национальных проектов, он точно будет учитываться. Как будем учитывать, как будем считать? Конечно, это будет цифровое решение. И здесь, наверное, уже я обращаюсь к тому, что когда у вас будут создаваться в ваших улусах муниципальные, да, вот эти ресурсные центры, они тоже должны мыслить стратегически. Они также должны понимать, вот если у них сейчас там в сфере культуры, да, какой вклад делать. То есть нам нужно научиться, некоммерческая такая, знаете, сложность. Так, прошу прощения. Ага, так. Коллеги, меня слышно? Администраторы? Слышно, видно. Хорошо. Просто вдруг мне показал, что неустойчивый интернет, поэтому не только в Арктике неустойчивый интернет. Да, у вас такое бывает, даже в Туле бывает неустойчивый интернет. Да, поэтому я тут раз и перепугалась. Вот сразу. Вот.
Так что важно обратить внимание, и здесь как раз обращаюсь к региональному ресурсному центру, хорошо, что, Ольга, вы с нами здесь, вот, обращаюсь и к вам, и к тем муниципальным ресурсным центрам, стратегически, и в ту цифровую платформу нужно обязательно закладывать вот эти особенности, нюансы. Я надеюсь, что с нами еще и министерство, да, потому что им тоже придется этот формат учитывать. Требования будут 100%, можете, как говорится, не надеяться, что как-то, да ладно, поговорят и ничего не произойдет. Нет, произойдет. Вот. Ну, здесь на слайдах дальше идет более подробное, да, вот под каждым направлением, что имеется, скажем, вот что вкладывается. Сейчас, вы знаете, и я вам тоже рекомендую, это как рекомендация, просто сейчас смотрим как раз, да, вот по вот этим 5 направлениям ключевым, которые определил президент, то есть понимаем теперь, как у нас устроена, да, история. То есть у нас есть цели устойчивого развития, они у нас не меняются. Мы каждый год, как страна, подписавшая соглашение, что мы вступаем и работаем в этом направлении, наш аналитический центр при президенте, он отдает отчеты. Соответственно, значит, следующее у нас есть определены 5 четких ключевых направлений, в рамках которых поручение дано президентом нашей страны внести изменения и сделать корректировки с учетом сложившейся ситуации мировой, да, сейчас вот с пандемией, и учитывать уже новые моменты, изменения вносить в национальные проекты. Но они все остались, там внутри немного поменяется, но в целом там все осталось так, как вот необходимо. Что хотела бы, вот я специально оставляю, еще раз повторюсь, вы потом все почитаете. Мне хочется сейчас вам максимально простыми словами объяснить, как это, ну вот как это есть. Я еще вам прямо на конкретном примере дальше в презентации покажу. Смотрите. Какой запрос сейчас стоит, вот, в том числе федеральный, я вам могу точно сказать, работала с Министерством образования и науки Российской Федерации, продолжаю работать, и вот отдала уже документы войти в рабочую группу по направлению патриотизм. Вот вы знаете, очень важно, вы тут видите тоже, да, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственной ценности народов. Вот, и исторических национально-культурных традиций. Это ваше, в том числе, обращайте на это внимание. Обращайте, пожалуйста, то есть смотрите, что можно, ну, потому что на сегодняшний день, к сожалению, вот у нас патриотизм понимается так: если я в юную армию вошел, я патриот; если я служить пошел, я патриот; если я где-то в военном мероприятии поучаствую, я патриот. Это да, согласна с этим, это один из элементов, но это не может быть преобладающим, скажем так, эквивалентом в оценке на то, что ты патриот. Поэтому обратите внимание, и я уверена, что у вас ваши жители, они точно патриоты, живя вот на своей территории, сохраняя вот эти традиции, которые у вас есть там, да, это очень важно. Поэтому уделите внимание, ищите новые решения, ищите, смотрите практики, какие есть. Я вам даже в конце подскажу, где можно смотреть. Самое главное, изучайте, не надо изобретать велосипед. Просто-напросто возьмите уже и то, что используют. Почему я говорю, выходите на площадки, сделайте системно. Вот знаете, если вот практики, вот здесь уже, наверное, к Ольге я обращаюсь, да, если бы там хотя бы раз в месяц, да, а это уже 12 встреч, уже 12 встреч, не вот так вот разово мы встретились, а, например, я всегда даже сама в график внесла, каких-то вам интересных спикеров поискала по вашим запросам, направлениям, да, раз, и мы понимаем условно, что там каждую последнюю субботу, утрирую, да, каждую последнюю субботу мы собираемся, да, в месяце и проводим вот такую там, ну, не знаю, конференцию, 2-3 часа, она по-разному может идти, час, ну, кто как сможет, вот, но тем не менее,
обучения собрать, например, то, что у вас вопросы есть, то, что пробонно эксперты могут, да, вот, ну, это пробонно, это профессиональные эксперты. Также, вот смотрите, здесь идет и про волонтерство. У нас стоит очень важный показатель по волонтерству. Сейчас, к сожалению, знаете, да, участвуют волонтеры, но почему-то мы опять, вот у нас перевес такой волонтеров, это или серебряные, да, мы понимаем, или молодежь. А подождите, что делать с 31 года до 50 лет? Это люди разве не волонтеры? Да волонтеры. Я сама, несмотря на то, что мне еще нету 50 лет, но я пробонно часто участвую в разных мероприятиях. Поэтому я вот вам прям рекомендую. Из Якутии, вы знаете, так удивительно было, что вот как раз все, что было вложено, очень много было пробонно, профессионально, да, вложено, вот, отдано, и с большим удовольствием всегда отдаю. Ну, когда фанаты своего дела, вы знаете, вы сами такие, если занимаетесь чем-то, вы точно так же отдаете. Вот. Но здесь я уже еще раз, как говорила, я не буду тут останавливаться, вы прям почитаете, тут и по экологии касается, да, то есть как бы непосредственно понятно, что здесь определены конкретно, скажем так, вот особенно по последнему, да, последнему блоку, конечно, у нас реки и определены наши озера стратегические, в том числе по запасу пресной воды. И тем не менее так можно сотрудничать, понимаете? Можно же совместно помогать, участвовать в проектах. О, я вам сейчас расскажу еще, что есть у других регионов. Запрос, правда, идет, и ресурсы выделяют сейчас. Денег на самом деле достаточно. Просто-напросто мы с вами не знаем четкой стратегии своей организации, не понимаем, что мы хотим этим достичь глобально, не понимаем, как мы встраиваемся вот в эту глобальную повестку федеральную, региональную, федеральную, вначале даже муниципальную, да, начиная сборочку вот это делать. А что мы с муниципалитетом вместе? А какой наш вклад? А что мы для этого сделали? А потом, ага, а вот в регион, ага, а мы какой больше относимся? К Министерству культуры, к Министерству образования? А какой мы вклад сделали? А почему мы с ними не коммуницируем в том числе, да? А что они делают? А где организация? А чем они занимаются? Какими практиками они что реализуют? То есть мы не можем отдельно, знаете, давайте мы отдельно, мы тут общественность, да, самодеятельность, поэтому к нам так и относятся, что мы не надежные на сегодняшний день партнеры, чтобы нам давать бюджетные деньги не в рамках грантовых уже конкурсов, а в рамках оказания услуг. Этим в том числе занимается наша организация. Мы такие, скажем, люди, которые вот прям работают для того, чтобы все это становилась реальностью, и, ну, то есть не только мы, да, но и вот коллеги Светлана Баженова, и знаю, Ольга работает у вас на территории, вот прям плотно в оказании услуг, и, безусловно, Елена Малицкая, вот мы только провели форум по качеству, я потом вам тоже подробно расскажу. Вам видно сейчас презентацию? Ольга, скажите, пожалуйста, связь есть? Я буду периодически уточнять, у меня вроде все показывает нормально. Да, связь есть, мы слышим, видим, презентация в эфире. Да, прекрасно. Я не буду ее зачитывать. Еще раз дальше посмотрите, увидите. То есть следующий очень важный момент, который стратегически для вас, вот я отметила, да, это сохранение национальной культуры, это патриотизм на той территории, где как раз проживают ваши люди, это волонтеры, это вот, ну, такие, знаете, рэперные точечки, на которые бы я хотела, чтобы вы обратили внимание. Вот. И здесь вот как раз смотрите, когда вот все описывалось, вот тут вот немножко вот соединили, чтобы вы четко увидели, например, да, если вы идете, вот все, что написано словами, это национальные проекты. А все, что цифрами, это получается целеустойчивое развитие. То есть, чтобы вам было понятно, да, то есть вы соедините уже, посмотрите, когда будете писать, и вы будете понимать, какую вы делаете, ну, скажем так, цель как раз глобальную, да, как мировую. И я, кстати, вам отправлю даже выступление. Я думаю, Ольга, мы на будущее посмотрим и как раз порекомендуем. Нужно не бояться выступать в онлайн.
Ну, это вот может вначале не получаться, может быть, будет какой-то сумбур, но нужно учиться выходить. Тем более, смотрите, у вас сейчас, и самое ключевое, я за этот период времени, время пандемии, была огромное количество оценка проектов у нас, именно в онлайне. И она была ключевая именно с того, чтобы нужно было презентовать. Вы знаете, вот как бы вы хорошо ни делали, как бы вот все равно играли моменты непосредственно, чтобы за 3 минуты ответить эксперту, чтобы он поставил оценки, да, вот критерии, которые при защите проекта своего. Так что я вам рекомендую. Я думаю, что онлайн войдет, все, мы не сможем. Это уже наша реальность, это уже наше, как говорится, наши действия. И я думаю, для Арктики это огромный плюс. Да вообще в целом тоже какие-то моменты, так не бывает, да, что все плохо. Нет, думаю, что это как раз новые точки развития. Поэтому давайте учиться с вами презентовать свои проекты и, скажем так, убеждать на той стороне комиссию, которая принимает решения, чтобы они понимали, что вы образованы, что вы знаете, что вы в повестке мировой, федеральной и региональной. Так что пусть вам эта презентация поможет. Ой, что же... Ну, я уже об этом сказала, да, только вот прям попроще словами, но очень, еще раз, как я повторюсь, скажем так, что ничего, скажем так, если кажется, что, ой, поговорят об этом и забудут, не забудут. Не забудут, и сегодня я тоже слышала от руководителя Фонда будущих поколений, что он говорил о человеческом капитале, о национальном богатстве. Смотрите, и мы тут то же самое, опять вот к этому возвращаемся, и знаете, я же его не слышала выступление, что только утром сегодня выступление слушаю, думаю, смотрите, мы с ним тоже говорим об одном и том же. А почему? Да потому что мы владеем информацией, знаем мировую федеральную повестку, поэтому мы об этом и обозначаем. То есть мы говорим, помним, да, социальная экономика, социальный капитал, человеческий капитал. Пока это для большинства, поверьте, я уже вот 7 лет, и мы об этом говорим, о человеческом капитале. Но вот как это применить, как это пощупать, как это понять, как это измерить, как это оценить, да, вот этой задача стратегическая стоит, инфраструктур поддержки и министерств, и единых ресурсных центров, и, безусловно, в том числе и без вас тоже ничего это не сделается. Вот. Ну, здесь более такой детальный, скажем так, развернутый, да, что относится, то есть к социальному результату, что относится к социальному эффекту, чтобы вам было понятно, да. Вот, ну, давайте приведу такой простой пример, да, как сейчас. Ну, например, организация некоммерческая, которая оказывает услуги или реализует проекты, или помогает, как НКО, да, потому что когда помогает, мы понимаем, что сразу там денег нет, да, помогаем, это значит делаем бесплатно. Вот. Ну, например, есть психолог в организации, логопед, прошу прощения, логопед, и вот когда мы пишем заявку в грант, да, мы пишем, что логопед окажет, например, 20 то есть проведет 20 занятий с ребенком, то есть как бы и это показатель качественный. Подождите, а что же будет именно в оценке, ну, как бы, социального, да, эффекта, социального воздействия? Что это будет тогда? Какой результат? Какие изменения? То есть, как бы, какой социальный, вот здесь вот, первое, социальный результат будет оцениваться тогда, а сколько говорящих детей будет? Или, например, условно даже, букву «Р» сколько стали выговаривать, да? Потому что, не знаю, как у вас, но вот в одном из субъектов я разговаривала с педагогами начальных классов, и они сказали, у нас огромнейшая проблема с детьми в 1 классе. Дети очень плохо говорят. Логопед нужен, востребован на сегодняшний день. Это прям востребованная профессия. И ей можно онлайн заниматься. Эту услугу можно онлайн. Даже если в каком-то у вас на слеге появится вот такая услуга, да,
Но вам нужно уже тоже сразу учиться замерять не просто количественно, что это будет 20 занятий, а уж какой там эффект неизвестно, а какое воздействие будет, привожу пример, да, а воздействие будет следующего характера. Воздействие будет уже, ведь у этого ребенка есть родители, да, есть тот же педагог, согласитесь, которому упрощается процесс дальнейшего обучения этого ребенка. Поэтому это все придется замерять. Я, может, сейчас о каких-то сложных вещах говорю, слишком много, но еще раз, у вас это будет презентация, вы потихонечку будете со всем этим знакомиться. Ну вот, как я обещала, про 5 шагов простых, да, вот, ну, самое главное определить национальный проект, да, вы когда посмотрите, когда вы свой проект реализуете, вы вначале определите, еще раз говорю, да, какой вам подойдет нацпроект. Может быть, несколько нацпроектов, но все-таки нужно тогда, какой процент больше в вашем проекте будет на решение направлен нацпроекта, да? Это первое. Второе, значит, нужно изучить проблемы, на решение которых направлен ваш проект. Вот, и тогда вы их соедините, у вас получится вот это соединить. Определить целевую аудиторию, вот, прописать количественные, качественные показатели и не забывать про тот социальный эффект, который будет дополнительно. То есть это ваши уже бонусы и, возможно, даже ваши инновации, когда мы пишем, а какие изменения, да, вот, ну, что произойдет. Скажем, а вы никогда не оценивали вот это вот социальный вот этот эффект, а здесь вот в проекте в этом вы будете оценкой заниматься, посмотрите те качественные изменения, начнете записывать этих детей на входе и на выходе, что было, потому что мы с вами часто не снимаем как раз ту проблему, на которую направлены, да, а потом какие у нас изменения получились. Но это очень важно, чтобы вы на том начальном этапе как раз и определялись. Определить финансовые потоки, да, вот на реализацию проекта и обеспечение деятельности. Очень важно, потому что, смотрите, почему вот вчера как раз с коллегой, с моей Илоной, и мы сейчас вот появимся у вас буквально, будем тоже в презентации, мы находимся, и мы разговаривали и постоянно ведем диалоги на эту тему. И вы знаете, получается, что мы раньше не обращали внимания, ну, то есть почему не может система не может внести какие-то новые изменения. Почему такой акцент? Вот вы не задавали себе вопрос, почему сейчас все мировые страны давно уже, и там некоммерческих организаций в разы больше. Я вам хочу сказать, в Израиле, например, скорая помощь – это некоммерческая организация. Во Франции у них нету больших министерств, департаментов, у них это все делают некоммерческие организации. Есть только органы, которые проверяют целевое использование, да, правильное использование этих средств, а все услуги оказывает негосударственный сектор. Но вот мы почему-то, к сожалению, пока вот, ну, тяжело, но двигаемся, есть изменения. Сказать, что совсем изменений нет, так нельзя. Поэтому нам очень важно, чтобы мы сами с вами понимали, какие услуги мы сможем оказывать государству, потому что идет разгосударствление бюджетной сферы. И не государственному, потому что и бизнесу будут отдавать, и некоммерческим организациям будут отдавать услуги, да, государства. Но вопрос, сможем ли мы их оказывать, эти услуги, качественно. Вот, поэтому сможем ли мы мыслить глобально, как, извините меня, в министерстве мыслят, да, те же специалисты, работающие там. Поэтому в бюджетных учреждениях как мыслить. Поэтому мы с вами должны быть образованными. Вот. Теперь смотрите, значит, вот тут на примере как раз образования я вот вам и привела пример, да. Есть в образовании такой социальный лифт для каждого. Вот даже сейчас, кто из вас вот учится, по сути, мы вот Ольга может в своем проекте точно обозначить, ну, то есть как бы вот в этом, да, обозначить, что мы занимаемся как раз в рамках нацпроекта образования, да, вот есть федеральный такой проект, это социальный лифт для каждого. Так, мы занимаемся этим лифтом, да, то есть мы как раз говорим, рассказываем, показываем. Вот, я брала здесь грантовые направления не фонда президентских грантов, а брала молодежные проекты, да. Вот. И смотрите, грантовое направление в молодежных проектах есть развитие социальных лифтов.
Вот. И тут описание, кстати, есть ссылочка, прям, чтобы можно было зайти, посмотреть на сайт этого проекта. И тут как раз и говорит, вот можно расценивать, что в нацпроект сюда входит и образование, и малый и средний бизнес, потому что там тоже у нас есть в нацпроекте развитие малого и среднего предпринимательства. Многие скажут, ой, да все сейчас убили. Вы знаете, нет, мы тоже вчера об этом спорили, разговаривали так, и в споре рождается истина. Вы знаете, я соглашусь со своей коллегой, она говорит, Жан, ну а с чего ты взяла, что вот прям убили? Ну вот кто перестроится, да, кто немного новые подходы подключит, новые форматы, ну, перезагрузка, да, посмотрит на клиентов, то есть как бы, да, сейчас и люди запросы другие. То есть здесь стоит уже перезагрузка, зайдут новые организации. И я знаю, что сейчас открываются не только некоммерческие организации и не под грантовую историю, а под оказание услуг сразу, потому что, извините, это стратегическая ошибка и боль. Я бы даже их вообще в красный заносила бы список определенный, да, когда организация открывается только под грантовую поддержку. Подождите, грантовая история – это сегодня есть, а завтра ее нет. А в чем ваша устойчивость будет? А ваша устойчивость будет в оказании услуг. В оказании услуг как раз на своей маленькой территории, где вы находитесь, и не только своей. Смотрите, у вас горизонты сейчас расширились, у вас вы выходите в онлайн, так, пожалуйста, работайте. Есть очень много заказов, есть много регионов, да все 85 субъектов наши работают в направлении сохранения культурного наследия. Так вы же интересны, вы же можете свои услуги, пожалуйста, продавать. Вот. Ну и, соответственно, партнеры, вот тут вот кого я отметила, да, это Министерство образования, разные негосударственные фонды, вот, куда можно, да, оказание там платных услуг, которые я говорила, там целевые субсидии есть под эти направления. Смотрите, еще важно, вы тоже, наверное, об этом не знаете, но вы можете напрямую сами подавать заявки, участвовать в конкурсах федеральных министерств. Не региональных, чтобы вы понимали, а федеральных. На федеральные министерства вы можете подавать заявки. И Минфин, Минфин через 2 фонда предоставляет грантовую поддержку. Опять, нужно быть образованным, нужно общаться. И Минкульт, опять, не сам Минкульт, а фонд культуры предоставляет грантовую поддержку. И у него мультиконкурсность там, если что. Вы можете также напрямую подавать заявки. Следующее, то есть как бы, да, Минспорт Российской Федерации, тоже есть направление. Министерство образования, также есть какие-то конкурсы. Вот, поэтому нужно, очень важно отслеживать вот эту историю, вот эти ситуации. Ну, я тут объединила, уже посмотрите, поймете. Вот, ну здесь еще про культуру дополнительно, да, это творческие вот люди, значит, вот то, что вот федеральный проект, да, опять есть также у них цифровая культура, да, на самом деле в культуре вообще всего лишь 3 проекта федеральных определены, но они такие понятные, если честно, да, вот я сейчас просто очень плотно работаю и с департаментами, и с министерствами, с разных субъектов, да, и в том числе собираем проекты некоммерческих организаций, и знаете, там у них вот как раз творческие люди, но это понятно, поиск талантов, да, я и в Сириусе, вот знаете, была сейчас вот в Сириусе, только прилетела 2 дня назад. Прекрасно, там у них также есть и наука, и культура. Без культуры мы точно никуда. Вот. Есть цифровая, да, то есть у них получается федеральный проект, то есть цифровизация. И, ну, а цифровизация это что? Да вы тоже также можете в цифре выходить, у вас есть талантливые коллективы, вполне возможно, да. Это значит онлайн-трансляции. Понимаете, что в проект нужно закладывать, какое оборудование должно быть, чтобы хорошие камеры были, чтобы хорошая была акустика, да, и чтобы можно было записать и участвовать уже в федеральном проекте цифровой культуры. Почему нет? Ну, то есть как бы вы просто об этом думаете. Вот, и грантовое направление, опять повторю, что я здесь сделала направление грантовое по молодежной политике. У нас до 30 лет, там есть как для некоммерческих организаций грантовая поддержка, так и для физических лиц. Инициативы творческой молодежи. Вот, есть проект, то есть я вот вам как раз тут привела примеры, пожалуйста, заходите, смотрите, поизучайте. То есть вот таким образом ты встраиваешься вот в эту историю. Вот.
Ой, ну, об этом я уже говорила, я не буду здесь повторяться. То есть, как бы, ну, наверное, акцент основной здесь хотя бы, что времени уже остается совсем мало, 15 минут у нас, 18. Хотелось еще на вопросы ваши ответить. Но я хочу сказать следующее, что очень важно партнерство. Партнерство – это точно. Почему? Потому что партнерство с государством. Это не значит, что я договорился, ой, я с ним дружу, и я с ним запартнерился. Да, это эмоциональный интеллект, вот этот эмпаты, да, люди, это, которые коммуницируют прекрасно, это хорошо. Но, тем не менее, во вторую всегда спрашивают, вот знаете, вот сейчас я готовлю площадку на культуру, я как раз обратилась к советнику губернатора Санкт-Петербурга, культура Санкт-Петербург, ну вообще, то, что нужно мне на площадку, да, и, конечно, скажем так, сразу что запросили, да, они знают, что Жанна Котова не уважает меня как человека, как эксперта, я работаю давно уже, как он сказал, уже точно 5 лет на форумах «Социальный Петербург», и, ну, нас попросили следующее, давайте программу, мы посмотрим, каких спикеров, мы обязательно поможем, окажем содействие. Вот, соответственно, сейчас готовим письма, вот как раз Яков Андреевич ответил, что письма готовятся, все хорошо, вот, будут подписаны, и мы вот в этом направлении как раз и отрабатываем, то есть партнерство региональное. Вот Яков Андреевич обещал нам завтра записать обращение. Смотрите, например, в той же Югре у них есть также северные территории, Березово, например, да? Ну, конечно, оно не такое, как Арктика, там нельзя сравнивать, но тем не менее оно далеко, труднодоступно. Я сама туда летала на очень маленьких самолетиках, как к вам, наверное. Ну, не как к вам это вообще несравненно. Но, тем не менее, можно писать совместные проекты. То есть это значит задружиться и понять, кто работает в арктических вот этих вот. Почему я сказала, если будут такие встречи у нас, так мы соберем как раз там с немецкого автономного округа, с Камчатки, да, соберем, то есть вот какие северные территории, Сахалина, возможно, там северные территории, да, вот, и даже Красноярского края, потому что они там к северу тоже, у них есть муниципалитеты, мы соберем, и у них есть грантовые свои конкурсы, тоже огромные суммы выделяются. 100 миллионов рублей практически в каждом субъекте сейчас. И это можно, вот это партнерство можно закладывать. То есть вы можете оказывать услугу, понимаете, вы уже вот той некоммерческой организации, которая пишет грант, неважно, на президентский грант она пишет или на региональный свой пишет. Вот, поэтому обратите на это внимание, поставьте себе задачи запартнериться. Если вы запартнериться, например, с организациями, которые ну, скажем так, не по вашему направлению или не по вашему, просто знакомиться, знакомьтесь, создавайте вот этот банк человеческого капитала. Вы же знаете, что сейчас самое ценное? Это ценные, это люди. Люди, контактные телефоны, потому что тогда ты сможешь владеть информацией, тогда ты можешь понимать, кто дает эту качественную информацию. Так что обратите на это внимание. Поставьте себе задачи, с кем вы будете партнериться и с каким министерством вы хотите познакомиться и более глубже. И тут же, например, Ольга, можно делать встречи, да, уже с вашим единым ресурсным центром, например, с отраслевыми уже там, может быть, рекомендации, как наших гражданских выходных, что в рамках например, там, с Министерством культуры встретились, да, там, с Министерством соцзащиты встретились, и уже вот более подробно знакомиться с ними и изучать их нормативку и понимать, как вы можете быть там полезным. Меня слышно? Коллеги, меня слышно? Да, все замечательно. Спасибо, Да, спасибо. слышно. Хорошо. Так, ну, вот это мы, как я сказала, что я вас обязательно с нами познакомлю. Илона Юрьевна занимается, я тоже надеюсь, что в дальнейшем будет возможность пригласить Илону Юрьевну. Почему? Потому что она является как раз разработчиком уже цифровой системы для оценки менеджмента качества некоммерческой организации. Не проектной деятельности, а именно, вот, скажем так, непосредственно самой стратегии. Вот мы как раз в Туле работаем в рамках уже вот проекта, да, который поддержал наш фонд президентских грантов. Вот, и надеемся, что, может быть, следующий год, когда мы будем писать тоже проекты, да, мы Якутию также дополнительно включим, и нас смогут поддержать, и мы будем уже вот тоже
содействовать, помогать, потому что там инструментов много. Я вот вам сейчас вообще показала даже кусочек маленький верхушечки айсберга, что делается и какие цифровые есть ресурсы, вы с этим обязательно познакомитесь. Смотрите. Вот она, система «Наше окно». Я не буду о ней сейчас рассказывать, потому что у нас, во-первых, время уже вышло. Вот. Но вы точно можете здесь детально посмотреть вот эту презентацию, почитать, вот, что это такое. И я единственное могу сказать, и тоже вам потом отправим, мы провели День качества. День качества, потому что Всемирный день качества проходит в ноябре, и вот мы первый такой форум провели для некоммерческих организаций. Вы знаете, у нас прям на сегодняшний день уже почти 1000 просмотров пленарной нашей сессии. У нас хорошая была пленарка, и вот у нас и секции записаны, и записана пленарная часть. Вы можете с ней ознакомиться, послушать, и там у нас выступал как раз руководитель отдела или департамента даже, который занимается как раз оценкой качества некоммерческих проектов, да, вот фонда президентских грантов, Валентина Рыбки. И вы знаете, Валентина, конечно, нас поддерживает, понимает, что стратегически мы действуем правильно, да, вот, и у нас поддерживает фонд президентских грантов, да, понимая, что это нужно. У нас была Елена Малицкая, потому что Елена Павловна – это как раз основа, да, и она также в нашей секции принимала участие в отдельном, да, там делали, ну, изучали вот эту вот оценку. То есть запрос идет, спрос идет, поэтому вы не можете оставаться в стороне. Вот, я не буду еще раз, как я вам сказала, сейчас говорить про окно. Я думаю, что будет возможность пригласить Илону Юрьевну, и она более подробно прямо расскажет, то есть как бы для кого, для чего, то есть как эта система работает. Но еще раз повторюсь, здесь вот все есть, можно почитать, вот здесь зайти ссылочки на социальные сети, посмотреть, поиграться, не бойтесь играться. Вы знаете, чем всегда отличаются, скажем так, молодые люди или даже маленькие дети? Они не боятся, нажимают на кнопки, а нам кажется с вами, что мы, ой, нажмем кнопку какую-то и попадем не туда. Туда попадем. Заходите, пробуйте, проходите, посмотрите, возможно, вам будет полезно все это. Ну и, конечно, я предлагаю потом более подробно, я думаю, что отдельно мы сделаем секцию со временем. Я опять возвращаюсь, что, мне кажется, будут такие вот встречи дополнительные, вступать в нашу ассоциацию, потому что будут отдельные направления, кто работает с детьми ОВЗ, кто работает со взрослыми людьми ОВЗ, кто работает в сфере экологии, кто работает в сфере культуры, при том, что культура тоже по разным направлениям, да, будет. Вот, поэтому наша ассоциация молодая, и мы, конечно, верим, что вот по Арктике Ольге мы предложим возглавить направление вот в нашей ассоциации, и как раз мы будем эту историю поддерживать, помогать, содействовать. Ну, у меня вкратце все. Надеюсь, я вас не сильно утомила. Еще раз постаралась вам дать, скажем так, очень сжато, простым языком. Извините, может, кто-то тут у нас высокопрофессионалы сейчас присутствует и скажет, боже мой, ну что она так элементарно и просто говорила. Но на самом деле я вам хочу сказать, что мне хотелось именно по-простому сейчас донести то, что я обозначила. Готова ответить на вопросы. Спасибо большое, Жанна Александровна. Это было здорово, что вы все-таки добрались до арктических просторов, пусть виртуально, не получилось у нас пока реально, но ничего страшного. Я позитивный человек, верю, что мы обязательно с вами проведем гражданские выходные Арктики в реальном времени и месте. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, в чате есть вопросы? Тут просят, слышно, видно, просят прислать презентацию потом. Вот, она я уже сейчас, у вас да, есть. Я сейчас дам комментарий, значит, как мы обсуждали с администрацией Булунского района. Я думаю, что другие администрации районов нас поддержат. Мы летом отправляли такие конверты А4 нарочными через представителей каждого арктического района, наши методические рекомендации конструктор МКО, флешки. И мы думаем, что в каждый
пакет, в каждый конверт для каждого района мы можем положить до 5 флешек с записью трансляции 3 дней гражданских выходных, ну 2 дней точно, и все презентации мы зальем туда, все, какие будут отправлены методические рекомендации, информационные материалы, ссылки, мы также постараемся всю эту информацию закачать на флешки для раздачи значит, группам активных граждан, некоммерческих организаций, ресурсных центров. Я очень прошу довести до наслегов по возможности, но флешку всегда еще можно откопировать, да. И мы еще будем думать, каким образом, ну, во-первых, завтра будет ярмарка социальных проектов, и мы просим всю информацию отправлять на нашу почту. Можно сейчас в чате написать нашу почту, да, звонить по телефонам, мы отправим такую вам форму и выпустим онлайн виртуальный буклет проектов Арктики по нашим завтрашним, значит, встречам. Коллеги, есть вопросы, появились? Ну, возможно, у нас такое бывает, что сегодняшнему вечеру у нас накопятся вопросы, мы всегда это сможем передать. Завтра в любом случае Жанна Александровна с нами, у нас ярмарка начинается с 11 часов, но не забываем, что в 10 вас приглашает Светлана Баженова на встречу по развитию фонда местных сообществ. Ну что, Жанна Александровна, тогда мы вас поблагодарим. Я благодарю от имени всех арктических районов Министерства по делам молодежи, от себя лично и своей команды. Спасибо. Илоне большой привет. Хорошо. Хорошо. Спасибо вам большое. Еще раз повторю. Кто ищет, тот находит, да, и можно всегда получить информацию, написать, и доступ есть. Я знаю, что в Якутии очень активные, вообще в республике живут активные люди, и при желании, пожалуйста, пишите в директ, спрашивайте, задавайте вопросы, всегда ответим. Вам спасибо тоже, уважаемая Ольга, и весь ваш фонд, да, то есть единый. Прекрасная команда, я с удовольствием всегда с вами работаю. Всего доброго, хорошего вам уже вечера, наверное, да, второй половины дня, ну да, и продолжение, да, уже смеркается, и продолжение, скажем так, гражданских выходных. Всего доброго, до свидания.